Спасибо, Александр Николаевич. Прежде чем отвечать на ваш вопрос, хочу сердечно поприветствовать всех участников Евразийского экономического форума и поблагодарить Владимира Владимировича за высокий уровень организации данного мероприятия. Несмотря на то, что данный форум проходит только во второй раз, форум доказал свою востребованность и значимость для обсуждения важных и актуальных вопросов евразийской экономической интеграции. Переходя к первой части вашего вопроса относительно шагов в области развития евразийских институтов, хочу отметить, что неизменным приоритетом Кыргызстана в Союзе является усиление роли Евразийской экономической комиссии и Суда ЕАЭС в части устранения барьеров на внутреннем рынке нашего объединения. Эти институты должны стать действенными наднациональными органами, способными оперативно решать спорные ситуации в передвижении товаров. Для этого они должны иметь полномочия по проведению расследований о нарушении государствами-членами права ЕАЭС с установлением четких сроков для устранения таких нарушений, а также возможностью подачи исков в суд ЕАЭС о неисполнении государствами-членами решений в рамках Союза. Отмеченные вами институты, такие как Евразийское рейтинговое агентство и торговые дома, а также реальные потребности не только евразийских экспортеров и производителей с учетом складывающейся ситуации, в том числе различных ограничений, набирают особую актуальность также и для финансовых и государственных институтов. Евразийский экономический союз становится самостоятельным и самодостаточным полюсом экономического развития, и он может самостоятельно обеспечивать потребности участников внешнеэкономической деятельности. Создание Евразийского рейтингового агентства наряду с устранением ограничений, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства, позволило бы повысить уровень финансовой независимости стран Евразийского региона и активизировать инвестиционную деятельность. Я уверен, что защита интересов бизнеса и их поддержка со стороны государства является приоритетной задачей во всех странах ЕАЭС. В этом плане, полагаю, необходимым проработать вопрос целесообразности учреждения института бизнес-омбудсмена в Союзе. Создание такого института, по моему мнению, способствует усилению потенциала бизнеса, учета мнения и защите прав субъектов предпринимательства. В конечном итоге такой институт поможет нам минимизировать барьеры на внутреннем рынке Союза и сформировать механизм досудебного решения возникающих вопросов. Касательно второго вопроса. По поддержке бизнеса и общества подчеркиваю, что основными целями Евразийского экономического союза являются создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, а также всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик. В нашем объединении человек находится в фокусе нашего внимания, то есть каждый человек, каждый гражданин должен чувствовать себя на территории любого государства-члена, как у себя дома. А для этого надо обеспечить свободу их передвижения, обеспечить равные права на трудоустройство, на получение образования, повышение квалификации, здравоохранения и спорт. В этой связи мы видим важной задачей реализацию общесоюзных проектов и программ в этих и других различных областях. В части поддержки бизнеса мы все на национальном уровне применяем различные виды и механизмы поддержки.
При этом в силу своих институциональных и финансовых возможностей развитие подобного рода институтов в каждой стране находится на разной стадии формирования и развития, а также сильно различается по объемам и уровню представляемой поддержки. Поэтому в Союзе разрабатываются различные механизмы финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса, в том числе производителей и экспортеров. Завтра на заседании Высшего Евразийского экономического совета мы рассмотрим вопрос оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности с конкретным источником финансирования. Это позволит увеличить объем совместного производства, стимулировать рост инвестиций и создать дополнительные рабочие места. Уверен, что мы должны и далее расширять создаваемый механизм за счет стабильных источников финансирования, включая поступление ввозных таможенных пошлин. Данный инструмент может быть использован для поддержки в реализации проектов и в других сферах экономики. К примеру, в развитии транспортной и логистической инфраструктуры, внедрении новых технологий и инноваций, а также в сфере энергетики. Еще один важный аспект – это объединение систем стратегического планирования государств-членов с тем, чтобы разрабатывались нужные и необходимые программы и проекты. В связи с чем, по моему мнению, нам необходимо создать наднациональный институт развития ЕАЭС, выполняющий функции по подготовке, аналитическому сопровождению и финансированию интеграционных проектов на примере Агентства стратегических инициатив Российской Федерации. В свою очередь, деловой совет ЕАЭС в лице консолидирующей структуры всего евразийского бизнеса должен не только активно участвовать во всех интеграционных процессах, но и активно выдвигать инициативы, которые необходимы для наращивания потенциала наших деловых кругов. Спасибо.